Все, начинай. Уважаемые товарищи, всех приветствую на нашем заседании экспертного клуба, в котором участвуют журналисты, общественники, ну и спикеры, которых мы пригласили. Да, вот подключаются постепенно. Андрей Викторович присоединился, депутат Госдумы. Но я хочу начать с того, что уже после трагического случая 29 декабря прошло много совещаний. В частности, в одном из них я участвовал. Вчера Госдума проводила депутатские слушания, на котором были ну, и рекомендации, как обычно, были приняты. Но и прозвучала очень важная мысль, что, точнее, важная информация о том, что в Госдуме России рассматривается законопроект об изменениях в так называемый закон Бурматова. И туда вошли поправки городской администрации, которая передала депутату Якутии Галина Иннокентьевна Данчикова. Сейчас вот всем уже абсолютно ясно, все уже высказались, что два основных пути у нас есть. Первое, это пока не изменен закон Бурматова, надо строить приют якутский, поскольку это единственный выход на сегодняшний момент, чтобы собак не было на улице, поскольку в приюте можно их пожизненно содержать. Ну и второй путь, соответственно, это изменение существующий закон 489. Так. Ну, поскольку у нас, как я уже сказал, все уже высказались на предыдущих заседаниях, тут было предложение от Елены Тихоновой, поскольку все уже высказались, построить наш диалог в форме интервью, чтобы журналисты задали вопрос нашим спикерам. Лена? Она Слышишь, да? подключается. Так, ну вот подключился Петр Лукич Петров, руководитель департамента ветеринарии, депутат. Я подключен. Да, мы вас видим. Я на связи. Здравствуйте. Спасибо Здравствуйте. за участие в нашем заседании. Так, депутат Ксенофонтов Павел Валерьевич, народный депутат Госдумы, как я сказал, Андрей Викторович Лебедев. Максим Шамоев, это вы откуда? Департамент ЖКХ города Якутска. Сейчас, минуточку. Извиняюсь, тут от Находкина звонили, да, это тоже депутат Левдумена, который руководит профильным комитетом, он не может подключиться, но сейчас вот, наверное, подключится. Игорь, Да. ты начинай, а я уже смотреть буду. Чего ты Да, на и это вот не обращай внимания? Да, вот поскольку вот тут пока я не вижу нашего зампреда Кирилла Викторовича, да, у меня такой вопрос к Петру Лукичу, руководителю департамента ветеринарии. Вот вчера Екатерина Безрученко говорила, что нормативы по собакам были приняты в 2015 году, да, естественно, в связи с инфляцией и прочими делами их не хватает. Вот вы, Петр Лукич, с этим согласны? И можете ли вы пересмотреть эти нормативы? Здравствуйте, уважаемые коллеги, всем участникам. Да,
Данный вопрос, который она озвучила вчера, это действительно так. Мы сейчас прорабатываем насчет нормативов, которые мы будем носить через поставление Республики Саха-Якутия. Хорошо. А как вот все-таки раньше подсчитывали? Вчера вот долго говорили о том, что нет методики подсчета собак в Якутске. Не знаю насчет других населенных пунктов. Все-таки, а раньше же их как-то считали же, наверное. Так, насчет этого, да. На федеральном уровне у нас нету методики посчитывания безнадзорных собак. Поэтому как бы законодательно мы не имеем права заниматься. Это не наши компетенции. Но сейчас мы разрабатываем методику и будем согласовывать с прокуратурой, Минюстом, ну и департаментом по государственным правовым вопросам, и главной прокуратурой. Сейчас она на стадии разработки и согласования с заинтересованным учреждением. На федеральном уровне нет. Мы тоже обговаривали со своими коллегами, да, как бы разработка должна идти по федеральному законодательству, да, а на уровне субъектов пока таких прав нам не дали. У нас был запрос Министерства природных ресурсов, и нам высказали, что мы ввели постановление правительства по обустройству приюта, по содержанию правил домашних животных, но остальные это не входит в наши компетенции. Это федеральный закон. Уважаемые коллеги, задавайте вопросы. Я тут добавлю, Я не отключусь, потому что я добавлю тут, Петр, у нас же, когда мы субсидии рассчитываем в прошлом году, почему в прошлом, в 2020 году, мы же пересчитали по городу Якутску безнадзорных собак на 2,5, увеличили количество до 4,5 при расчете субвенции. Мы принимали же этот при Белозерове. Когда нормативы рассчитаны, но в данное время у нас со стороны подведомственных учреждений идет, например, на кастрацию и стерилизацию 565 рублей. И они говорят, что в действительности такая сложная операция, полостная операция не может стоить 565 рублей операция. Поэтому сейчас мы разрабатываем постановление правительства насчет повышения. То есть оно должно пойти в сторону увеличения. Сейчас идут согласования примерно на 3500 рублей. То есть вы не по подсчету количества безнадзорных, а имеете в виду по видам стерилизации, вакцинации, по этим нормативам, да? Да, по этим нормативам. А методики на федеральном уровне нету, поскольку у нас как бы прокуратура запрещает заниматься федеральным законодательством, поскольку мы органы исполнительной власти, мы не вправе как бы вносить такие нормотворческие методики на уровне субъекта, когда закон касается федерального по всей России. Понятно, да. Добрый день. Я добавлю, да, Петр Лукич, Павел Валерьевич, наверное, помнит, еще мы вносили аналитическую справку, и там было для расчета динамики численности поголовья безнадзорных собак применяется методика, разработанная карельскими зоологами, ученым, биологом, рыбалком, которая однозначно показывает рост численности при применении методов, закрепленного в каждом федеральном законе, как обязательных применений с 1000 особей собак в начальном периоде реализации данной программы до 7141 единицы за период 10 лет ее применения. Таким образом, при оценке увеличения рисков, исходящих от стадии безнадзорных, необходимо учитывать семикратный прирост поголовья за 10-летний период. То есть они же занимались именно безнадзорными собаками, поэтому эту методику нам давали, мы вам уже отправляли.
один большой Возросло улус. до 25 705 единиц. Это в городе Якутске. А в Ленске, тогда мы же тогда с Ленском уже как бы шли, да, получалось, что до 14 280 единиц, соответственно. И поэтому динамика возрастания численности поголовья в городской среде это в 7,141 раз за 10 лет однозначно указано на то, что количество жертв нападений в городе еще будет. Поэтому вот за 2 года мы точно этого всего это видим. Надо уже выйти нашим ученым, соответственно, и карельским зоологическим институтом, они готовы уже работать. В 2030 году у нас будет муниципальный округ собачий, 35 тысяч собак. Да. 35 это в одном городе Якутске. Поэтому мы же тут и разрабатывали, Павел Валерьевич, с нами тоже так же вместе же работали же как раз. И мы стратегию уже все это и разработали же, и дорожная карта, все эта бумага же есть. Товарищи, Я думаю, А можно задать вопрос? давайте мы вас позже выслушаем. Вот тут подключился заместитель председателя правительства Михаил Викторович Никифоров. И, насколько я знаю, он скоро пойдет на другое совещание. И вот, Михаил Викторович, вы вначале не смогли присутствовать. Мы решили построить это в форме интервью, вот, чтобы, поскольку все уже высказались в эти дни, да, на различных совещаниях по теме собак. И вот у меня такой вопрос, да, самый, наверное, такой важный. Будут ли вот найдены в бюджете деньги при корректировке бюджета или каким-то иным способом на новый приют, ну, в смысле, или переоборудование пункта передержки приюта, чтобы вот содержать вот это огромное количество пожизненно собак, за которые сейчас по Якутску бегают. Были вот посчитали, что на 1200 собак вот надо 116 миллионов рублей, это только на содержание, плюс 19 миллионов рублей на приют. Вот такой вопрос. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, Игорь. Значит, во-первых, разрешите воспользоваться случаем, всех вас поздравить все-таки с Новым годом, с Рождеством прошедшим. Значит, и наступающим праздником Днем Печати обязательно, потому что сегодня я вижу, есть и специалисты, журналисты, значит, которые, вас всех давно знаю, по крайней мере, заочно, читаю вас, поэтому я хотел бы поздравить с вашим профессиональным праздником. Вот что касается, да, действительно, в эти дни было много таких обсуждений и так далее. В принципе, я всегда наблюдаю, слушаю мнение со всех сторон. Вот что касаемо строительства приюта. Вот да, действительно, этот вопрос сегодня очень важен. Я, когда озвучивал в своем брифинге данный вопрос, значит, сказал о том, что мы данный вопрос изучаем. Мы изучаем, потому что с точки зрения, значит, строительства приютов сегодня в бюджете никаких источников нет. Вот как Петр Лукич говорит, у нас есть средства для вот ОСВВ, которые вот действительно есть, которые мы сегодня направляем. Что касаемо бюджета приютов, пока нет. Пока нет. И мы этот вопрос изучаем. Вот в том числе в городском округе города Якутска. У нас некоторые муниципальные образования, вот, кстати, хотел бы отметить, некоторые муниципальные образования без никаких всяких вот этих бюджетных ассигнований на своем уровне построили уже приют. Построили приют. Вот, допустим, возьмем Амго, возьмем, значит, Ушалдан, возьмем Фунта, значит, они уже построили, хоть и маленькие, но приюты построили, и, в принципе, сегодня функционируют. У нас, как вы знаете, 10 приютов уже в республике работает. Вот в одном Мирнинском районе у нас 3 приюта. Один муниципальный, 2 частных. Да? Вы об этом тоже знаете. В городе Якутск у нас пока пункт передержки. Вот. Значит, здесь таким образом надо пройти, уважаемые коллеги. Значит, не всегда строительство приютов оно должно идти из бюджета, из регионального, из муниципального. Приюты могут построить любой желающий, в том числе и собаководы, и кто вот желающие и так далее, предприниматели и так далее, которые должны заниматься этим. Поэтому тут вопрос такой, более шире надо посмотреть. Вот, допустим, возьмем
северный, допустим, муниципальный какой-нибудь район, ну, допустим, в том же Анабаре, в том же, допустим, Нижнеколымском районе. Там, возможно, действительно нету возможности тех или иных предпринимателей, допустим, содержать, построить этот приют. Да, там, в принципе, надо помочь, потому что действительно там нет. Но вот что касаемо города Якутска или там больших городов, тут возможно на примере аутсорсинга, на примере там, значит, других механизмов построить эти приюты. Самое главное, те же предприниматели, они будут заинтересованы, чтобы, значит, отлов и так далее, стерилизация, ну и дальнейшая вся вот эта работа финансируется из нескольких источников, не только из бюджета, возможно, есть другие, значит, спонсорские моменты и так далее. Все это можно рассмотреть. Вот что касаемо увеличения, вот самый главный вопрос именно в этом заключается. Вот вы говорите, что через определенное время в городе будет 35 тысяч значит, поголовья. Сегодня мы четко не знаем, у нас методика, вот вы говорите, методика есть, методика, которая разработана, но на сегодняшний день никаких методик у нас не принято. Да, мы будем изучать эту методику, посмотрим, эта методика для чего нам нужна. Во-первых, чтобы, по крайней мере, четко понимать, сколько у нас будет в будущем, сколько предусматривать средств из тех или иных источников, в том числе из бюджета, в том числе из внебюджетных источников, в том числе из спонсорских средств. Вот это мы должны четко понимать. Значит, если 35 тысяч будет, вот действительно сколько денег надо будет, чтобы их кормить. У нас сегодня закон же такой сложный. Все об этом знают, что закон у нас действительно, ну, мягко говоря, он не доработан. Если вот сейчас ставят вопрос о том, что выпускать в среду обитания нельзя, а у нас в Якутии, я так понимаю, что большинство, подавляющее большинство об этом не говорит, то мы вынуждены будем содержать вот этих животных. Это обратная сторона медали. Поэтому вот мы четко пока не понимаем, сегодня у нас сколько будет, завтра у нас сколько будет. Если эти 35 тысяч нам придется только в городе Якутске содержать, так это, извините меня, знаете, сколько денег? Если честно говоря, я пока даже не представляю. И депутаты, значит, и на государственном собрании, значит, муниципального образования, они будут потом, значит, конечно, у них глаза вылезут на лоб, когда будут они вот предусматривать такие средства только на содержание этих животных. Поэтому здесь очень сложно. Уважаемые коллеги, я вот хотел бы воспользоваться моментом, у меня в принципе время есть, до 4 часов, у меня в 4 часа совещание председательства, до 4 часов я спокойно сижу, с вами обсуждаю. Очень хорошо, что вы, значит, сегодня такой круглый стол отметили. Я бы хотел бы воспользоваться моментом, все-таки обратиться к вам тоже. Сегодня у нас, я так вижу, округ ТВ присутствует, есть журналисты, есть и так далее. Я бы хотел бы обратиться к вам вот с такой просьбой. У нас сегодня действительно многие жители республики, жители города, пока многие, конечно, не понимают. Эмоций много, а понимания в том, чтобы как их содержать, этих животных, то есть собак и так далее, пока нет. Поэтому я бы хотел бы обратиться к вам, чтобы вы нам помогли в части, значит, упорядочивания, содержания животных, регистрации животных. У нас пока этих документов нет, но средства массовой информации, значит, ну, люди, опытные люди, значит, помогли в той или иной мере помочь нашему населению вот всю информацию довести до всех. И потихоньку мы к этому придем. Если у нас порядок будет и в нормативной, и в головах и так далее, тогда мы значит, эту проблему потихоньку решим. Я не говорю, что мы его не решим. Мы его решим. Рано или поздно решим. Но как мы будем решать, это вместе с вами мы должны совместно сообща решать. Тут не надо разделять власти, там, государственная власть, муниципальная власть. Не надо разделять там того, иного, третьего. Тут надо совместно решать. Закон у нас пока какой есть, такой есть. Хороший, плохой, неважно. Самое главное, есть закон, эти законы мы должны исполнять. Вот в таком ракурсе я бы хотел бы на первый вопрос ответить. Если будет... Я согласен, Михаил Викторович, с вами, то, что людям надо разъяснять,
Андрей Михайлович Находкин присоединился, это председатель профильного комитета Илтумена, который вот с собаками занимается как раз. Андрей Михайлович, вот вчера вот на совещании долго обсуждалась тема внесения законодательной инициативы Илтумена по поводу изменений в так называемый закон Бурматова. Но я, честно говоря, или плохо слушал, но до конца я не понял, почему вот произошла столь длительный такой этот временной, как его, промежуток, да, в феврале же вы рассматривали, да, эти предложения. А Галина Иннокентьевна Данчикова сказала, что вот хорошо будет срок вот именно вот сейчас, вот до 15 января подать вот эти поправки. Но, к сожалению, времени-то вот остается, или вообще не остается. Вы можете нам так вот ясно и как коротко объяснить? Ну, коротко, потому что видите, сколько людей, всем надо высказаться. Слышно меня? Да, слышно. Ага, еще раз добрый вечер. Ну, извините, что поздно подключился. Вот только что закончилась у нас комиссия по рассмотрению, последняя комиссия по рассмотрению внесения законопроекта. На самом-то деле, вчера Галина Иннокентьевна говорила о другом законопроекте. Так что вот нашу законодательную инициативу путать не надо. Потому что Илтумен вносит там временного такого, чтобы обязательно до 15 января и так далее, там сроков нет. Дело в том, что 17 декабря тоже, ну, закон-то постоянно меняется, наш 498, какие-то там понятия, вносятся изменения. Именно там по выгулу какой-то пункт был, и 17 декабря рассматривали в первом чтении. И там срок давали депутатам Госдумы внести свои предложения месяц. Это значит 17 января. Галина Никитина об этом говорит. Вот. А вот наш законопроект, наша инициатива со стороны Илтумена, это уже в эти временные рамки не входит. Мы идем процедурно, и завтра уже мы на постоянном комитете по селу и аграрной политике рассматриваем наш законопроект, внесение изменений в федеральный закон. И 17-го мы по регламенту уже успеваем, в повестку уже включили наш вопрос на заседание, пленарное заседание, на сессию пленарного заседания Илтумена. И 17-го мы, если вот народные, ну, надеюсь, что поддержат, народные депутаты поддержат данный законопроект, и мы уже по нормативу, по регламенту уже направляем в Государственную Думу. Там уже есть отдельные процедуры. Вот так я объясню. Я хочу дать слово Лене Тихоновой. Вот Андрею Михайловичу, Михаилу Викторовичу, у тебя вопросы наверняка есть? Спасибо, Игорь. Слышно, да? Слышно? Ага, спасибо. Михаил Викторович, вот вопрос такой. Вы, как бы, из вашего брифинга было понятно, что как бы полномочия все за муниципалитетами, да, за районами, городами, и что они как бы некачественно, нехорошо справляются со своими задачами, да, вот по собачьему вопросу. И был такой вопрос, мнение одного из наших читателей о том, что почему республика, если она все это время видела, что муниципалитеты не справляются со своими задачами, полномочиями, то почему республика на себя это как-то хотя бы частично не взяла, вот, и почему вот под законом вот Бурматова какие-то свои республиканские, региональные там нормативно-правовые акты, или как это